В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Участники женевских дискуссий посетили 3 закрытых контрольно-пропускных пункта на государственной абхазо-грузинской границе. На всех 3 закрытых пропускных пунктах побывали и наши корреспонденты. Подробности в материале Ренаты Шакая. Ближе к 10 часам утра сопредседатели женевских дискуссий пересекли границу по реке Ингур. На абхазской стороне их встретили министр иностранных дел Абхазии Даурковы и глава галской администрации Тимур Надараев. Пропускной пункт в селе Таглан был первым в списке посещения. Этот пункт был закрыт еще в прошлом году. Во время Отечественной войны народа Абхазии железнодорожный мост был поврежден. К нему был прицеплен навесной мост, который временно использовался исключительно для пешеходов. Глава администрации Галского района Тимур Надарай рассказал, что переходить по мосту было небезопасно. Здесь был висячий мост, который соединился, опасный для жизни даже людей, которые здесь переходили. Вот болтался туда-сюда. Мост, который представлял собой в первую очередь угрозу для жизни людей, потому что он был очень шаткий. Вот территория Грузии. Вот это был первый КПП, который был не обустроен, не соответствовал, соответственно, никаким стандартам. Представители абхазской стороны убеждены в том, что с закрытием этих КПП стало больше порядка, и контролировать процесс перехода государственной границы в дальнейшем станет проще. Тот случай, когда погиб здесь гражданин Грузии. Вот. Я думаю, что там, на этом мосту, у нас будет больше порядка. Больше мы будем контролировать все эти процессы. Глава района также объяснил гостям, что жители ближлежащих сел обеспечены общественным транспортом, которым они могут воспользоваться для поездки к КПП «Ингур». В транспорте вообще никаких проблем нет. Вообще добраться до Ингура нету проблем. Мы автобус этот пускаем как раз вот в вечернее время, темно, когда меньше маршруток, такси ходят, чтобы людям, учитывая, когда граница закрывается, чтобы они могли добраться до села Печора. Пропускный пункт на Ингуре открыт 24 часа или... Нет, он открыт, он до 7 часов вечера. В 7 часов утра открывается, в 7 часов вечера закрывается. Вот здесь в каждом селе есть свой автобус, и есть еще городской автобус, который мы запустили после закрытия этих постов. Он едет до села Печора, заезжает в село Коура и по вот этой вот трассе едет до границы с Дудой. И сколько раз в день этот автобус? 3 раза. Сопредседатели женевских дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ считают посещение закрытых пропускных пунктов важным фактором. Не секрет, что между участниками женевских переговоров есть разные мнения о том, хватает ли только один пункт пересечения или нужны несколько пунктов. И вот после того, что мы видели, конечно, вот эти дискуссии продолжаются. Мы получили возможность увидеть ситуацию собственными глазами на местах. Это помогает нам проводить дискуссии в Женеве, поскольку во время переговоров возникают различные мнения, порой противоречивые в отношении этой ситуации. И, конечно же, мы уделяем внимание сферам озабоченности местного населения, а также вопросам, которые имеют отношение к праву на свободное передвижение. Были рады сегодня получить эту возможность, приехать посетить данные пункты, и мы очень благодарны Министерству иностранных дел и местной администрации за оказанную поддержку. Для нас женевские дискуссии представляют большое значение. Основная задача сопредседателей – это способствовать обсуждениям и переговорам между участниками дискуссии.
У нас очень много вопросов на повестке дня во время женевских дискуссий, начиная от вопросов, которые вызывают озабоченность местного населения, заканчивая вопросами, которые касаются гуманитарных дел и вопросов безопасности. Поэтому для нас очень важно находиться сегодня здесь, чтобы получить четкую картинку и увидеть своими глазами ситуацию на месте. И, конечно же, для нас существуют определенные принципы, такие как свобода на передвижение, возможность для взаимодействия, возможность получать доступ к существованию. И поэтому мы в этом смысле хотели бы, конечно же, видеть взаимодействие сторон. Министр иностранных дел Абхазии Дауркова рассказал, что это традиционный приезд сопредседателей перед началом очередного раунда в Женеве. Перед началом очередного раунда женевских дискуссий всегда проводятся консультации со сторонами. И на прошлом раунде женевских дискуссий, когда стоял активно вопрос о закрытии пропускных пунктов, грузинская сторона, вы знаете, позиционировала эту ситуацию как некую гуманитарную катастрофу для жителей Галского района. То есть пришлось приложить немало усилий, чтобы объяснить, что никакой гуманитарной катастрофы нет. И там же я предложил сопредседателям посетить и воочию увидеть, что из себя представляли эти пропускные пункты. Сегодня мы видим, что позиция сопредседателей женевских дискуссий, я думаю, коренным образом поменялась, потому что они сами, в принципе, увидели, что это было, что эти пункты, они не обустроены, никоим образом не соответствовали никаким стандартам, ни безопасности для пересечения границы государственной. И сегодня они отметили также, что, проходя по государственной границе, по реке Ингур, они могли убедиться, что там нету ни заторов, все проходит быстро, люди проходят в свободном режиме при предъявлении документов. Поэтому, если говорить о значимости данного события, я считаю это очень важным событием, то, что сами участники, сами сопредседатели, которые формируют мнение, формируют повестку в том числе, они уже понимают, о чем идет речь. То есть убедившись воочию. Это важно для нас. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет в июне текущего года. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 24 года исполнилось Министерству иностранных дел Республики Абхазия. Об истории внешнеполитического ведомства Абхазии, победах и трудностях смотрите в сюжете наших корреспондентов. Как отметил глава МИД Даурковы, за 24 года существования министерства достигнуты серьезные дипломатические победы на внешнеполитической арене. Накопленный опыт борцов национально-освободительного движения, свидетельства очевидцев и участников многочисленных переворотов и мирных инициатив невозможно переоценить. Создание МИД стало одним из символов возрождения абхазской государственности. Это событие вселило надежду не только в победу нашего народа над оккупантами, но и заставило поверить в обретение независимости и признания нашего государства. Самое главное, на мой взгляд, информационная составляющая нашей стране. Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы информация о нашей стране распространялась как можно больше в мире. Это большая кропотливая работа, мы ее ведем, мы задействуем все возможные ресурсы, которые у нас есть, в том числе и наш диаспоральный ресурс, который располагается сегодня как на территории основной Турецкой республики, так и в странах Европы. Поэтому самое главное – это информация. Сегодня мы живем в век технологий, и, к большому сожалению, та информация, которая распространяется среди европейских и западных наших партнеров, она зачастую выходит только с позиции Грузии. Но мы переломим эту ситуацию, сегодня активно над этим работаем. Я думаю, в недалеком будущем уже достоверная информация о нашей стране будет доступна и в странах Европы и Запада. Основные направления абхазского внешнеполитического ведомства – поддержание и развитие отношений с союзниками и странами, с которыми Абхазия взаимодействует на различных уровнях, площадка женевских дискуссий, возможность для Абхазии активно заявить о своей позиции миру. В настоящее время в Министерстве иностранных дел Абхазии готовятся к очередному раунду женевских дискуссий. В тяжелые послевоенные годы очень много работы было проделано, особенно в тот период, когда нашу республику никто не признавал, было очень много вызовов, было очень много угроз. Конечно же, в ту пору огромная велась работа, и
сегодня, на сегодняшний день, в день, когда у нас за плечами уже признание нашей республики со стороны Российской Федерации, со стороны еще ряда государств, конечно же, те угрозы, которые стояли в прошлом, они не ушли. Сегодня перед нами еще больше вызовов, которые надо преодолевать. Сегодня мы активно работаем на международной площадке. Вы знаете, мы участвуем в международных женевских дискуссиях, где доводим свои позиции до международного сообщества. Министр иностранных дел Дауркова отметил, что за время основания министерства проделано немало работы. Огромные силы были вложены в развитие самого министерства. На сегодняшний день в нем работает около 50 сотрудников. Если говорить в целом о коллективе Министерства иностранных дел, традиционно так сложилось исторически, что коллектив всегда был молодым, но при этом молодость, она сочетала в себе грамотность и опыт. И сегодня тот коллектив, который участвует в жизни, во внешней жизни нашей республики, они очень активно ведут свою работу. Поэтому можно сказать, что мы пытаемся и, на мой взгляд, достойно представляем нашу страну на внешней арене. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить с этим праздником, с Днем образования МИДа, всех своих предшественников, всех министров иностранных дел, всех тех сотрудников, которые в разное время работали в этом ведомстве, потому что каждый из них вложил частичку своей души в становление этого ведомства и сделал все от него возможное и продолжают делать для того, чтобы сегодня наша республика очень достойно выглядела на внешней арене. Ведомство занимается повышением качества дипломатической и организационно-правовой работы. В МИД Абхазии работают профессионалы. Деятельность Министерства иностранных дел становится все более сложной и ответственной. Наш МИД – это МИД независимого, признанного государства. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Министра иностранных дел Дауракова и работников дипломатической службы с 24-й годовщиной со дня образования Министерства иностранных дел поздравил президент Рауль Хаджимба. Внешнеполитическое ведомство нашей страны прошло сложный путь становления. В непростых условиях изоляции, экономического эмбарго и постоянных внешних угроз МИД Абхазии осуществлял внешнеполитическую деятельность, зачастую благодаря самоотверженной работе абхазских дипломатов. Сегодня абхазская дипломатия вносит весомый вклад в дело укрепления внешнеполитических позиций страны. Цели внешней политики нашей страны четко определены. Это укрепление абхазо-российских отношений, достижение широкого международного признания, участие в процессах евразийской интеграции, создание благоприятных условий для социально-экономического и гуманитарного развития, содействие упрочению мира и стабильности в Закавказье, отметил глава республики. Президент Рауль Хаджимба поздравил директора Абхазского государственного музея Аркадия Джопу и коллектив музея со столетием со дня открытия. Музей – это особый мир со своей внутренней богатой атмосферой, оазис истории и культуры целого народа. Абхазский государственный музей является средоточием богатейшего опыта прошлых поколений, материального и духовного богатства нашего народа, без которого невозможно его дальнейшее развитие. Ваш музей прошел большой путь становления. За многолетнюю историю своего существования ему удалось собрать огромное количество музейных ценностей и поистине уникальных экспонатов. Сегодня в фондах музея сосредоточены памятники истории и культуры как абхазского, так и многих других народов. Большая часть выставленных экспонатов имеют мировое значение, говорится в тексте поздравления. По поручению правительства генеральный директор Апснаргылара Тимур Ткибучава проинспектировал несколько объектов, которые были реконструированы в ближайшее время, в том числе и мост по улице Чачхали. Также в ходе поездки прошло совещание в администрации города, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий стихии. О результатах поездки расскажут Сария Смыр.
Генеральный директор Апснергылара Тимур Ткибучава в ходе инспекционной поездки в Тхорчал посетил несколько объектов. В их числе и мост по улице Чачхаля, реконструированный буквально на днях. Глава администрации города Тхорчала Ида Чачхаля поблагодарила генерального директора за своевременное реагирование на обрушение моста и отметила, насколько он важен для города, так как через него ежедневно попадают в свои дома большое количество людей. Мост по улице Чачхаля был разрушен во время мартовских ливней. Работы по его восстановлению были начаты по поручению правительства после инспекционной поездки премьер-министра Беслана Барцыц в Тхорчалский район 9 марта. Новый мост сделан с применением высококачественных материалов. В основании конструкции использованы бетонные сваи, которые впредь позволят мосту выдержать сильные нагрузки. Было дано поручение в кратчайшие сроки восстановить мост, который соединяет поселок Набережная с городом. В этом поселке проживает порядка 300 человек. Это было жизненно необходимо. И сегодня работы выполнены, мост капитально восстановлен. Далее в ходе совещания в администрации города Тимур Ткибучава отметил, что порученный руководством республики проект нового Тхорчалского рынка уже разработан. Подготовлено 2 варианта, которые в ближайшие дни будут представлены в правительство. Что касается поручения по разработке проекта Тхорчальского рынка, проект, находится уже на выходе. В ближайшие дни 2 варианта проекта будут представлены на рассмотрение в правительство Республики Абхазия. Еще один объект, Тхорчалский детский сад, не может быть введен в эксплуатацию в связи с нарушениями норм строительства. Руководство страны поручило решить ситуацию в ближайшее время. По детскому саду, ведутся работы по изготовлению мебели, кровати в спальных комнатах, а также в групповых комнатах столов для проведения отдельных занятий для детей. Разработка ведется детских игровых площадок во дворе детского сада. Как отметил генеральный директор Апснергылара Тимур Ткибучава, все работы по ликвидации последствий стихии, имевшей место в ночь на 24 апреля, госкомпании Апснергылара в Тхорчалском районе завершены. В частности, заменена кровля Дома культуры и 15 жилых домов. Сария Смыр, Абхазское телевидение. Первый заместитель руководителя администрации президента Республики Абхазия Дмитрий Шамба принимает участие в 7-м Петербургском международном юридическом форуме, который проходит с 16 по 20 мая. Форум – уникальная площадка для развития специалистов и завязывания профессиональных связей на государственном уровне. Кроме того, это возможность рассказать больше о Республике Абхазия моим зарубежным коллегам, сказал первый заместитель руководителя администрации президента. Он подчеркнул, что Абхазии важно обладать высококвалифицированными экспертами в области права и международных отношений, которые способны вывести республику на новый уровень, также и на международной арене. Основная миссия Петербургского международного юридического форума – это продвижение идей модернизации права в условиях глобальных изменений, добавил Дмитрий Шамба. Об этом сообщает официальный сайт президента республики. Перед началом курортного сезона идут проверки санитарно-эпидемиологического состояния рынков республики. За проверками наблюдала и наша съемочная группа. Смотрите следующий репортаж. Сухумский центральный рынок – одно из самых популярных мест в городе, особенно летом, с наплывом туристов. Он всегда славился широким выбором привезенного прямо из деревень свежего мяса и, конечно же, разнообразием кисломолочных продуктов и сыров. Но соответствуют ли прилавки необходимым нормам? Этот вопрос выясняли представители ветеринарной службы и главный санитарный врач республики. Я хочу, чтобы у вас у всех были чистые фартуки, спецодежда обязательно у всех продавцов. Безусловно, такие места, как центральный рынок, где реализуется большое количество продуктов питания, нужно как можно чаще проверять на санитарно-эпидемиологические нормы. Ведь в случае отравления чем-либо это грозит не только опасностью для здоровья, но и наносит урон имиджу туристической страны. Однако палка, как говорится, о 2 концах. Продавцы жалуются на отсутствие условий для более эффективной реализации своей продукции и ждут помощи от государства. Все условия, что было, это не именно... Не мясника зависит. Все понимаем, все видим, но толчок какой-нибудь должен быть. Если материал будет, кто-то помогает нам, кто-то мы тоже поможем. Мы заплатим, фартуки купим каждый день. Если прачечный будет, мы будем сдавать, мы каждый день не имеем такие условия, чтобы раздеваться, а раздевалка нет у нас. Плюс остальные все знаем, но самое необходимое, что надо, помочь надо.
Как выяснилось, существует большая проблема с хранением продуктов в холодильных камерах, которые руководство рынка готово давать продавцам в аренду за приемлемую ежемесячную сумму. Однако не все продавцы готовы ее выплачивать, аргументируя это тем, что проходимость рынка на втором этаже слабая и возможности платить за аренду холодильников нет. На первом этаже рынка ситуация с холодильниками аналогичная. Здесь они не могут нам представить никаких документов. Не представляют. Вот сейчас, в данный момент, все у нас продавцы разбежались, исчезли. Считают, что эта продукция бесхозная, они не несут никакой ответственности. И если будет отравление, будут виноваты наши врачи. Понимаете, что не оказали вовремя помощь. Почему? Отсутствие холодильных камер еще не вся беда. Многие умудряются выставить свою продукцию буквально на проезжей части или тротуарах. Ну, проходимость лучше, торговля лучше здесь. Наверху нету торговли. Мы там стояли, там категорически нет торговли. Директор рынка Алхас Гургуля говорит о том, что выявлены нарушения не новы, и работа по их исправлению уже начата. Но само руководство рынка не в состоянии своими силами справиться с проблемами. Полномочий у администрации Сухумского городского центрального рынка изымать товары у колхозников нет таких полномочий. То есть мы можем указать на нарушение ввиду того, что мы здесь ведем хозяйственную деятельность, и дальше передать соответствующую службу. Дальше уже по исполнению этого нарушения, для этого у нас есть отделение городской милиции здесь в администрации рынка, санврач. То есть помощь будет заключаться в том, чтобы исполнять те нарушения, которые будут выявлены. Здесь необходим комплексный подход для того, чтобы рынок работал как один цельный организм. Прежде всего, предоставить продавцам соответствующие комфортные условия для работы. Тогда и результат не заставит себя ждать. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Круглый стол на тему «Равный доступ к среднетехническим учебным учреждениям Абхазии» был организован сегодня общественной организацией «Национальные ресурсы». В мероприятии приняли участие руководители учебных учреждений, в том числе и школ, а также представители отдела образования города Сухум. На круглом столе обсуждали итоги работы организации «Национальные ресурсы» в области образования за последние 8 месяцев. По словам его руководителей, итогом всей этой работы стало создание брошюры на абхазском языке о среднеспециальных учреждениях Абхазии. По словам присутствующих, сегодня абитуриенты не выбирают специальности, которые так необходимы стране. И именно по этой причине в Абхазии не хватает дипломированных специалистов среднего звена. Руководитель организации Цизагумба также отметила, что за время работы над проектом были проведены воспитательные работы со школьниками. Работая эти 8 месяцев с вами, мы сделали какие-то для себя выводы, объехали всю Абхазию, посетили более 76 школ и одновременно все те училища, техникумы, колледжи, которые есть в стране. Я не устаю повторять о том, что образование – это наша национальная безопасность. Остановить разрушение пока нет возможности. Доступ к ресторану «Амра» в ближайшее время будет закрыт. Виной такому решению администрации Сухума стал новый обвал причала. Что будет с объектом дальше и как это решение скажется на работе яхт-клуба «Амра», расскажет Нисфа Аршба. Дорога к излюбленному месту жителей Сухума сейчас больше напоминает зону боевых действий. Вот эта катакомба справа появилась здесь в начале года. Тогда впервые заговорили о том, что ходить здесь довольно опасно. Эта яма появилась здесь буквально вчера. И теперь понятно каждому, даже без утверждений специалистов, гулять в излюбленном месте опасно для жизни. От некогда роскошных дельфинов из звезды мало что осталось. Глядя на здание сегодня, сложно и представить, как же здесь было красиво и уютно всего несколько десятилетий назад. Теперь Амра выглядит так.
Юридический объект принадлежит Абхаз-Универсал-Торгу, организации, которая не функционирует уже довольно давно. В свое время ресторан был занят, но полноценно он так ни дня и не работал. Забытый всеми разграбленный объект перепродавался не раз, однако настоящих хозяев так и не обрел. Временным хозяевам судьба любимой Амры оказалась безразлична. А все эти годы запустения и хаоса море разъедало конструкции, на которых держится причал. Подпорные трубы, они все прогнили. Эта администрация не может такие работы проводить, они очень дорогостоящие работы. Мы в ближайшее время там загородим. Как выяснилось, у ресторана вскоре может появиться настоящий хозяин. Инвестор уже выкупил объект и готов пройти все процедуры, необходимые для начала строительных работ. Проект реконструкции Амры уже представлен в администрацию Сухума, и по заверению инвестора к восстановительным работам специалисты приступят сразу же, как будут готовы документы. Я буквально вчера, после вашего звонка, связался с ним, и он мне сказал, что он готов взять на себя все работы, готов отремонтировать и запустить саму Амру, где, как вы знаете, это было местом, где вся молодежь собиралась до войны, и было одно из самых привлекательных мест города, и он готов его привести даже в состояние лучшее, чем оно было до войны. Ну а что касается причала, то администрация Сухума огородит обвалившуюся часть во избежание несчастных случаев. Но полностью перекрывать проход к ресторану не станет, так как в задней части причала расположен яхт-клуб, в котором уже совсем скоро начнутся спортивные занятия. Нис Фаршба, Беслан Шхинджерия, Беслан Шинджолия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 22-24 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.